сейчас я сажала балкотку, она у меня выросла. Когда уже 4 настоящих листочка, 2 настоящих листочка появилось, их нужно пикировать. Вот берем и тихонечко, чтобы корни не повредить, то их рассаживаем, чтобы они уже росли более-менее просторно. Да? Вроде до высадки в грунт они уже будут в этих ящичках сидеть. Горячий сезон на рабочем месте у Зульфии Шагиахметовой начинается сразу с приходом весны. Едва пробившиеся на свет саженцы необходимо рассадить в ящики попросторней и обеспечить уход, рыхлить почву, заниматься поливкой вплоть до самой высадки в грунт. А дальше работа становится еще интенсивней. В следующем году Зульфия Абдульхаевна отмечает свой профессиональный юбилей – 20 лет на службе в управлении жилищного коммунального хозяйства Сибая. Как отмечает героиня сюжета, дело она свое очень любит и уже не представляет себя без него. Я закончила техникум, Израильский сахозтехникум, агрономическое отделение. Приехала в Сибай, вот, устроилась в Расулдор, временно вроде, вот уже столько лет, 19 лет работаю озеленителем. Официально работы по озеленению городской территории стартуют вместе с началом садового сезона, в середине мая. Саженцы, показанные в сюжете, предназначены для оформления территории самого предприятия и цветочных композиций перед зданием старой администрации. Озеленение же городских объектов требует более значительных ресурсов. Для этих целей предприятие заключает муниципальный контракт с подрядчиком, который выигрывает аукцион на основании 44-го федерального закона. Бригада озеленителей формируется из общего числа дворников 6-8 человек. Их усилиями осуществляется подготовка саженцев, высадка в грунт и неустанный уход, как правило, в особом режиме рабочего времени с 5 до 11 часов в первой половине дня и с 17 до 20 часов вечера. Обработку в дневной солнцепек растения просто не выдерживают. Как отмечает Зульфия Шагиахметова, лето – это тот период, когда результат их работы становится заметен жителям города. Между тем, заботиться о многих саженцах приходится и в зимний период. Работа у нас начинается уже в апреле. Я уже говорила, мы начинаем вот с кашпо заниматься, так как это очень долгий и кропотливый труд. Это мы всю землю сеем, прежде чем в кашпо. Все смешиваем, перегноем с апреля месяца. А основная посадка у нас начинается в город в мае месяце. Приезжие люди, было приятно смотреть на наш город. Да, нас очень сильно много благодарят, гости города. Вообще мы только столько благодарности слышим за лето, что аж самим хорошо и приятно. И, конечно же, поэтому и работаем мы с таким. После этих благодарностей даже охота работать. И больше, как говорится, стимул уже появляется. Наши тоже, но наши почему-то это... Уже воспринимают. Они уже это как надо, как будто это... А вот обычно восхищаются гости города. За каждой клумбой, оформленной цветочной композицией и ухоженной лужайкой стоят люди, усилиями которых Сибай славится в республике как зеленый ухоженный городок. Каждый из них не только большой профессионал своего дела, но и глубоко гармоничная личность, ведь для того, чтобы дарить красоту людям, нужно воспитать чувство прекрасного в себе. Героиня нашего сюжета, любящая мать и хозяйка в доме, отмечает, что за повседневными рабочими обязанностями нельзя забывать и о благополучии близких. Для того, чтобы домочадцы были сыты и накормлены, приходится применять свои профессиональные навыки и в свободное от работы время. Цветы у меня на работе очень сильно. Это я в саду уже цветы не сажаю, потому что у меня на работе уже. А так сажаю только то, что необходимо для еды. Перец, помидоры, картошку и все. От результатов труда таких специалистов у ЖКХ, как Зульфия Абдульхаевна, зависит уют в квартирах и домах жителей нашего города, бесперебойная работа предприятий и учреждений, порядок и чистота на наших улицах. Профессионализм этих людей и ответственное отношение к делу – основа хорошего настроения граждан нашей страны, гарантия социальной стабильности и общественного покоя. Ринат Музафаров, Радмир Исенгулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ.